Добрый день, уважаемые коллеги. Начнем наше сегодняшнее мероприятие, посвященное Дню российской науки. Ежегодно 8 февраля отечественное научное сообщество отмечает свой профессиональный праздник – День российской науки, утвержденный указом президента Российской Федерации в 1999 году. Праздник имеет достаточно длительную историю. 8 февраля 1724 года, по старому стилю это было 28 января, указом правительствующего Сената по распоряжению Петра I в России была основана Академия наук. Именно поэтому праздник отмечается в эту дату, 8 февраля. В 1925 году Академия наук была переименована в Академию наук СССР, а в 1991 году в Российскую Академию наук. И, как я уже говорила, в 1999 году, а именно 7 июня, указом президента Российской Федерации был установлен День российской науки с датой празднования 8 февраля. В указе говорится, что праздник был установлен, учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям и во знаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук. Михаил Васильевич Ломоносов, Иван Петрович Павлов, Дмитрий Иванович Менделеев, Константин Эдуардович Циолковский, Петр Леонидович Капица, Лев Давидович Ландау, Игорь Васильевич Курчатов, Павел Сергеевич Александров, Сергей Павлович Королев. Это только малая часть имен российских ученых, которые внесли вклад в мировую науку. Я думаю, каждый из вас мог бы продолжить этот список именами великих наших российских ученых. Россия стала первой страной, где было разработано учение о биосфере. Впервые в мире мы с вами запустили в космос искусственный спутник Земли. Именно в России введена в эксплуатацию первая в мире атомная станция. Немало российских и советских ученых были отмечены Нобелевскими премиями. Помните, кто был самым первым из тех, кто был удостоен Нобелевской премии? Ну, хотя бы предположите. В 1904 году первым из удостоенных стал академик Иван Павлов за работу по физиологии пищеварения. Помните, наверное, знаменитую собаку Павлова, да? У которой вырабатывался условный рефлекс на время приема пищи. Далее, в 1908 году Илья Мечников получил премию Нобелевскую за труды по иммунитету. Известный советский физик Петр Капица получил Нобелевскую премию в 1978 году за открытие явления сверхтекучести жидкого гелия. В 2010 году физик Новоселов получил Нобелевскую премию за новаторские эксперименты по исследованию двумерного материала графена. Праздник День науки в советские времена отмечался в 3-е воскресенье апреля. Тогда при выборе даты руководствовались тем, что в 1918 году между 18 и 25 апреля Владимир Ильич Ленин составил набросок плана научно-технических работ. И до сегодняшних дней некоторые научные коллективы отмечают День науки по старинке, то есть 3-е воскресенье апреля. Ну, а мы с вами, руководствуясь указом президента 1999 года, празднуем День науки именно 8 февраля. И в рамках празднования Дня науки наш Институт развития образования подготовил линейку мероприятий, которые этот день ознаменуют. Сегодня вы присутствуете на научно-заочном семинаре «Интеллектуальная собственность в образовании». Любовь Александровна Фасахова расскажет вам о том, как развивается авторское право сегодня, даст рекомендации для вас, как избежать незаконного копирования авторских материалов и много интересного, я думаю, сегодня мы с вами узнаем. Завтра, 8 февраля, в этой аудитории состоится лекция «Этнокультурные процессы в современной республике Коми», которую представит доктор исторических наук, профессор, заведующий отделом этнологии и этнографии Института языка, литературы и истории КНЦ Шабаев Юрий Петрович. И следом за ним выступит Николай Евгеньевич Вокуев, кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии и педагогической антропологии Сыктывкарского государственного университета имени Екатерины Сорокина. Он расскажет нам о своем опыте познания основных тенденций современного гуманитарного знания в Западной Европе. 9 февраля состоится в 10 часов вебинар «Формирование софт-компетенций педагогов-библиотекарей. Погружение в ИПС». И 9 же февраля будет очень интересный вебинар в 14 часов «Развитие исследовательской компетенции школьников». Приглашаем вас к участию во всех наших мероприятиях. Можно зарегистрироваться по электронным ссылкам и принять участие в этих мероприятиях. А сейчас я передаю слово Любовь Александровне Фасаховой для того, чтобы она погрузила нас в тему патентного права.
Значит, добрый день, уважаемые слушатели семинара. Рада всех вас приветствовать сегодня на нашем семинаре, который будет посвящен праву интеллектуальной собственности. Я так его назвала в образовании, да, по вашей просьбе. Но хочу отметить, что право интеллектуальной собственности, в принципе, существует в любой сфере. Вот. Единственное, что здесь я буду акцентировать ваше внимание именно на образовании, на примерах, какие существуют с точки зрения права интеллектуальной собственности именно в образовании, какие объекты есть, какие уже зарегистрированные объекты есть, существуют. Вот. Ну и хотелось бы отметить, что в соответствии со статьей 108 Закона об образовании все мы должны знать о том, что нас просто обязывает законодательство выявлять результаты интеллектуальной деятельности, вести их учет и даже заниматься их коммерциализацией. А это значит, что всем учителям, администрации школ, преподавателям, да, необходимо разбираться с этими вопросами, с созданием результатов творческой деятельности, ну и также адаптировать их под интеллектуальную собственность. Ну и являясь непосредственно участником, я тут смотрю в большей степени не преподаватели, да, а студенты. Да. У нас онлайн подключение, поэтому многие преподаватели подключились в режиме онлайн. Понятно. Ну, являясь участником педагогического процесса, да, инновационного процесса в образовании, учитель часто по собственной инициативе, а иногда по инициативе своего руководителя создает какие-то творческие проекты, да, по разным учебным дисциплинам, какие-то методические пособия, создает также электронный имидж организации, это я имею в виду школьный сайт, да, и вместе с тем в этой круговороте не всегда мы знаем о том, что это все является не просто авторским, обладает не просто авторским правом, но также обладает и интеллектуальной собственностью, он является собственником того или иного произведения. И как раз недостаточные знания в этой области нам, как сказать, нас приводит к тому, что мы начинаем неправильно заимствовать полезную информацию, неправильно ее использовать в своих разработках. И также наши руководители, когда мы что-то разрабатываем, да, я имею в виду сейчас педагогов, они не вознаграждают учителя, да, так как это положено по нашему законодательству. И, собственно говоря, массовое несоблюдение вот этих всех правил говорит просто о нашей низкой информационной компетентности в этой области. Вот. И непосредственно вот сегодняшнее наше мероприятие, оно направлено на то, чтобы как бы ввести вам основные понятия, связанные с интеллектуальной собственностью, чтобы в дальнейшей своей деятельности, трудовой деятельности, творческой деятельности вы уже применяли на практике полученные сегодня знания. Но я остановлюсь для начала на проекте, который, в принципе, Национальная библиотека представляет. Это проект создания центров поддержки технологий и инноваций. Это хочу сказать, что это всемирный проект. Всемирная организация по интеллектуальной собственности – это старейшая организация, международная организация по интеллектуальной собственности. Она заявила, что нам по всему миру необходимо создавать центры поддержки технологий и инноваций для того, чтобы люди, да, они обладали информацией в этой области. И также упростить доступ к техническим знаниям, повышение эффективности использования патентной информации, а также для того, чтобы просто эта информация распространялась непосредственно до конечного потребителя. В Российской Федерации этот проект был поддержан патентным ведомством в 2011 году. Вот, на сегодняшний день 147 таких центров создано по всей Российской Федерации, все они занимаются этим направлением. Они создаются при научных заведениях, они создаются при библиотеках. И что хотелось бы отметить, что Роспатент – это патентное ведомство Российской Федерации, оно является находится в ведении Министерства экономического развития Российской Федерации.
ФИПС – это Федеральный институт промышленной собственности, который как раз занимается всеми вопросами регистрации прав на объекты интеллектуальной собственности и является подведомственной организацией Роспатента. То есть охранный документ выдает нам ФИПС. Это я ввела основные понятия, чтобы вам в дальнейшем было все понятно. Кому-то известно, что такое патент, ребята? Патент – это охранный документ, который удостоверяет авторство ваше, который определяет сроки приоритета и по которым можно уже определить сроки действия патента. Ну и пользуясь случаем, хочу пару слов сказать, потому что буду примеры детских изобретений приводить. Да? То, что на базе также Национальной библиотеки мы поддержали проект международного детского конкурса «Школьный патент». Наверное, вы о нем слышали. Там могут быть участники с 1 по 11 класс и учащиеся до 18 лет включительно. Организаторами выступает ведущий университет ТМО, наверное, вы слышали о нем, а также при поддержке Роспатента. На региональном уровне этот конкурс поддерживается Министерством образования, Министерством промышленности, и победители регионального этапа сегодня этого конкурса, они уже будут занесены в реестр одаренных детей Республики Коми. Это очень важно. Но вот отмечу, что учащимися могут быть с 7 до 18 лет. Заявки принимаются с 1 октября по 1 февраля у нас в Национальной библиотеке Советская, 13. Этот конкурс проводился в этом году уже в 3-й раз. Уже заявки приняты. Вот, но, тем не менее, после полученных знаний сегодня мы надеемся, что вы сможете быть уже участниками этого конкурса на следующий год. Что касается законодательства, все вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью, освещены в Гражданском кодексе части 4. Что подразумевается под интеллектуальной собственностью? Это охраняемые законы, результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Если говорить не законодательным языком, то, в принципе, интеллектуальная собственность, под интеллектуальной собственностью понимается все, что, в принципе, создает человек с помощью своих умственных способностей. Вот, например, в процессе труда, да, для того, чтобы облегчить свой труд, он начинает придумывать какой-то короткий путь, и тем самым у него получается какой-то новый продукт, или какая-то новая технология, или какой-то новый способ изготовления чего-либо и так дальше. То есть все, в принципе, создано, оно создается для того, чтобы облегчить нашу жизнь и улучшить качество жизни, скажем так. Но на сегодняшний день законодатель определяет 16 объектов интеллектуальной собственности. Ну, на данном слайде я разделила на 4 категории, так скажем. Патент выдает охранный документ, он выдается на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем. Вот все, что вы зарегистрируете под этими объектами, вы получите охранный документ, на котором будет прописано ваше авторство, патентообладатель, сроки и так дальше. Еще есть другие ряд объектов. Это произведения науки, литературы, искусства, исполнения, фонограммы, сообщения в эфир или по кабелю, радио или телепередач. Здесь охрана возникает с момента создания. И, может быть, вы где-то часто сталкиваетесь с тем, что установлено копирайт, да, так в обыденном нашем понимании, это буковка «С», заключенная в окружность. Вот. Там же рядом с этим обозначением указывается имя автора и год издания. То есть здесь автор заранее предупреждает, что данное произведение данный автор обладает авторскими правами, что его использование запрещено. Ну, запрещено и разрешено только в тех объемах, которые определяет нам законодатель. Кроме того, хотелось бы отметить, что регистрируют еще программы ЭВМ и базы данных. На них выдается тоже охранный документ. Это авторское свидетельство, хотя они тоже относятся к авторским правам.
Кроме того, есть еще такое понятие, как товарный знак или знаки обслуживания, наименование мест происхождения товаров. На них выдается свидетельство, тоже охранный документ, который будет основную информацию нам давать о этом товарном знаке. Ну, есть еще фирменные наименования, они вам, наверное, менее интересны, поэтому не буду акцентировать ваше внимание на нем. Вот. Еще очень интересный момент – это секрет производства, ноу-хау. О нем я тоже, о каждом из этих объектов я вам примерно сегодня расскажу, что это, как это, на примерах как раз из образования. Режим коммерческой тайны – это ноу-хау, то есть когда вам необходимо сохранить секрет производства. Тоже потом на примере покажу, чтобы вам было более ясно и понятно. Хотелось бы тут еще отметить, что по авторскому праву, что все, что возникает с момента создания, да, то оно подлежит авторскому праву и действует в течение 70 лет после смерти автора. Это тоже важно знать. Ну, если мы берем интеллектуальную собственность педагога, да, объекты авторского права, что это может быть? Во-первых, это, безусловно, это какие-то научные произведения, это учебники, учебные пособия, дидактические материалы, разработки, сценарии, внешкольных, внеклассных мероприятий, рабочие программы по дисциплине, рабочие тетради, практикумы, конспекты и многое-многое другое. И если мы берем электронные презентации, то тут как раз могут быть и презентации учебных занятий, базы данных, компьютерные тренажеры, картотеки и многое другое. Все это обладает авторским правом, только последние электронные издания, на них выдается охранный документ. Что не является объектами авторского права? Во-первых, это официальные документы государственные, это законы, акты, судебные решения и так дальше. Государственные символы и знаки не являются объектом авторского права. Произведение народного творчества, фольклора тоже не может быть объектом. И сообщения о событиях и фактах, имеющих исключительно информационный характер. Это статья 1259 Гражданского кодекса, части 4. Так, ну и что относится к патентным правам? Что-то у меня тут чуть-чуть не по порядку идет. Вот. Но хотелось бы отметить, на все, я вначале говорила о том, что на что выдается патент, это на изобретение, полезные модели, промышленные образцы. Вот. На все эти объекты выдается патент, выглядит он следующим образом, это как грамота 4-го формата со всеми выходными данными. Здесь, обратите внимание, можно посмотреть номер патента, в открытых реестрах ФИПСах можно его найти по этому номеру, вообще не составит никакого труда. Здесь можно найти, на что выдан патент, способ обучения английскому языку. Здесь можно определить патентообладателя, здесь можно найти автора и можно найти дату регистрации. 27 июля 2000 года это дата приоритета. Это очень важно, потому что сроки патента ограничены. То есть патент имеет как территориальный характер, то есть если вы зарегистрировали свой объект на территории Российской Федерации, он будет действовать на территории Российской Федерации. Если вы хотите зарегистрировать идти дальше в любую другую страну, вы должны получить регистрацию уже в той стране, в том патентном ведомстве той страны, в котором вы хотите получить охрану. В каждой стране существует свое патентное ведомство, и оно одно, и это важно знать. Это государственное учреждение, некоммерческое и так дальше. Кроме учреждения ФИПС, вам никто охранный документ не выдаст. Это важно знать. И дальше. Ограничение патента, что я уже говорила, он имеет временный характер. То есть вот мы посмотрели дату приоритета, да, здесь она 27 июля 2000 года. Сроки действия патента на изобретение составляют 20 лет. Дальше ваше изобретение становится общественно доступным, и, в принципе, любой желающий его может использовать даже в производственных целях. Ну и отмечу цели патентования. Во-первых, без согласия патентообладателя результат интеллектуальной деятельности не может быть использован. Вот. Только патентообладатель может определить и дать разрешение на использование его изобретения и так дальше.
Здесь могут быть цели какие? Во-первых, это коммерческие. Да? Сейчас много требований, когда мы свою разработку пытаемся осуществить с помощью гранта, свою идею. Да? И в основе этого многих конкурсных таких инновационных проектов заложен результат интеллектуальной деятельности, зарегистрированный. То есть нам необходимо подать заявку на ваш объект, в основе которой будет крутиться вот эта идея. Вот это очень важно, потому что во многих грантах, в получении каких-то инвестиций необходимо что-то новенькое, да, как мы уже понимаем, новенькое – это новое техническое решение, это, безусловно, объект интеллектуальной собственности. Он выдается на все новое. Поэтому вот, заинтересованы как раз в части, чтобы в оформлении документов наград было прописано, что ваш РИД охраноспособный. Также коммерчески можно продать по лицензии ваш патент. То есть если вы не готовы организовать собственное производство, да, вы можете, в принципе, продать третьим лицам по лицензионному соглашению и так дальше на определенных вами условиях, взаимовыгодных для вас и для той организации, которая заинтересована. Также вы можете внести свой вклад в уставной капитал с помощью вот этого патента. Ну и дальше, как известно уже практикой, что все зарегистрированные товары, полученные на них патенты, любой товар запатентованный, так скажем, он на рынке имеет больше, как сказать, больше, он дороже его можно продать, то есть к нему относится как к более качественному продукту, потому что это означает знак новизны, чего-то нового, усовершенствованного и так дальше. Ну и, безусловно, цели патентования могут быть моральными. Для кого-то важно иметь документ, в котором будет написано то, что вы являетесь автором той или иной разработки. Ну и, наверное, это все. И хотелось бы здесь отметить, вот, когда вы получаете патент, существуют уже, как я говорила, патентные базы в открытом доступе на сайте Федерального института промышленной собственности. И когда у вас появятся дети, и ваше будущее поколение, в принципе, сможет найти эту информацию о вас, о том, что вот мой дедушка, например, был там изобретателем, вот он изобрел тот или иной способ, это как чувство достояния и так дальше. Объекты патентного права. Вот теперь мы подошли к тем моментам, да, которым я хотела более глубоко осветить. Во-первых, изобретение. Что это такое? Это новое техническое решение, относящееся к способу, штамму микроорганизмов, устройству, веществу. Ну что такое способ? Это изготовление чего-либо. Способ изготовления одежды, производство муки, монтаж установки, получение какой-то смеси. Здесь, если это устройство, то какая-то установка, конструкция, приспособление, прибор диагностики и так дальше. Штаммы микроорганизмов, бактерии, вирусы. Вещество – это химические соединения, всякие составы шампуней, лекарственных и так дальше. Вот. Условия патентоспособности. Важно, без этих критериев вы не получите патент. Важно, чтобы ваше изобретение обладало новизной. То есть, что такое новизна? Это в средствах доступной информации, массовой информации, в различных нормативных документах, актах, да, об вашем изобретении не было известно. Вот, то есть здесь вы можете произвести также предварительный поиск по базам данных ФИПС и уже исследовав, да, тут полученный материал, уже посмотреть, насколько ваше изобретение, в принципе, патентоспособно. Вот. Вторым критерием является изобретательский уровень. Что это такое? Это означает о том, что ваша идея, ваша разработка, неправильно выразила, да, ваша разработка, она должна обладать изобретательским уровнем. То есть специалист, который находится в Федеральном институте промышленной собственности, который будет узкий специалист, да, ваше изобретение изучать, все материалы вашей заявки, для него ваше изобретение не должно быть очевидным, то есть там должен быть изюм. Это называется изобретательский уровень, и это главное отличие изобретения от полезной модели.
Ну и, безусловно, ваше изобретение должно быть промышленно применимо в ту отрасль, в которой вы заявляетесь. Либо это сельское хозяйство, либо это образование, да, что касается образования и так дальше. Один из примеров привела изобретательница у нас из Республики Коми, Кулаева Галина Николаевна. Хотелось бы вот тут как раз тот яркий пример, когда мы говорим о том, что интеллектуальная собственность может быть в любой сфере. Галина Николаевна, она художник по образованию, хотя и инженер, она изобрела новый способ выполнения живописных работ. То есть это абсолютно творческий человек, вот, который она с помощью значит, разработала технологию живописных работ с использованием растительной соломки. Художница добивается в своих картинах иллюзии голографического изображения. То есть она определенным способом обрабатывает соломку, она определенным способом вываривает клей, наносит эту соломку на уже готовое собственное расписанное изображение. Вот, и под определенным углом рассчитывает все эти пропорции, у него получаются вот такие как бы шедевры, так сказать. И под определенным углом света картинка бывает выплывает вперед, под другим углом она наоборот на задний уходит план, вот та, которая сделана из соломки. То есть вот этот способ, он был признан, хочу сказать, в 2012 году, проходит, вообще ежегодно проходит в мае месяце выставка инновационных технологий в Москве. Вот, называется она «Архимед», на которой как раз представляются работы, заслуживающие внимания, да, и вот она как раз была отмечена, значит, одним из 4 лауреатов салона. Она стала из 46 регионов и 18 стран мира. Ей удалось стать одним из 4 лауреатов салона, за что она получила серебряную медаль. И ее разработка, дека-картина, она была названа как новое направление в искусстве. Вот, что очень тоже важно, интересно. И да, еще отмечу, что ее разработки, в принципе, картины, они, срок действия у них, как она говорит, более 400 лет. Вот она ставит по своим всем вот этим изученным уже материалам. Что касается образования. Вот здесь я уже сделала определенную подборку с сайта ФИПС о зарегистрированных изобретениях, да, которые зарегистрированы в области образования. Представляю вам способ обучения младших школьников с речевыми нарушениями. Изобретение это относится к области педагогики и касается приема средств, применяемых при работе с младшими школьниками, имеющими тяжелые речевые нарушения. Ну вот, в принципе, ее изобретение выглядит следующим образом. Тут, понятно, показана картинка, да, этого. И здесь же, как бы по номеру патента, в принципе, вы в общем доступе можете посмотреть также суть. Там полностью есть описание, в чем заключается. Ну вот он использует куклу с головой животного. Ну и там дальше описывается. То есть, в принципе, я по номеру, если вы запишете, также база данных ФИПСа, если вам будет интересно и ваша разработка каким-то образом близка, вы можете посмотреть, как это все делается. Дальше. Патент, способ изготовления учебного пособия. Это тоже изобретение, касается способа изготовления наглядного учебного пособия, которое может быть использовано для обучения грамоте и счету детей дошкольного и младшего школьного возраста. Тут он тоже описывается. Вот. Хотелось бы отметить, да, что существует регламент определенный у патентного ведомства, который задает вот эти вот, да, определенную структуру описания, которую каждый заявитель должен придерживаться. Вот. Соответственно, для того, чтобы, когда заявитель ищет что-то подобное, да, определяет вот первый уровень патентоспособности, новизну, вот, предварительный поиск проходит, ему тоже нужно на основные структуры смотреть, чтобы определить, действительно новое или не новое. Так. Дальше. Учебный комплект по оптическим и квантовым явлениям. Изобретение относится к учебным пособиям по оптике. Тоже зарегистрировали. Вот, тут также можно по номеру его найти, посмотреть, в чем заключается изюминка, в чем суть и так дальше.
Что хотелось бы, как я уже говорила выше, почему я о нем заговорила, о школьном патенте, международном конкурсе, потому что хотела привести детские изобретения, которые имеют место быть, которые стали участниками и победителями регионального этапа международного конкурса «Школьный патент». Отмечу Немчинову Яну. Почему ее изобретение относится к изобретениям? Она изобрела маску Леши Ворса. Объясню почему. Потому что это способ изготовления маски. Здесь мы видим, что способ изготовления изделия из папье-маше, известный способ, да, однако он содержит смесь, допустим, состоит из туалетной бумаги, обработанной, то есть тут состав и консистенция может быть разным. У изготовления изделия из папье-маше вот, оно разное, поэтому тут нужно тоже внимательно все смотреть и думать, как бы, стоит ли регистрировать или не стоит. Вот мы нашли примерные аналоги, да, того, что существует в базах данных ФИПС. Видите, даже названия у этих изобретений могут быть одинаковыми, однако есть разные номера. Почему? Потому что действительно каждый из этих составов обладает особенностью, и он имеет место быть, и он является новым в своем, как бы, способе изготовления. Потому что где-то применяется температурный режим, где-то состав разный, где что, нужно смотреть, и определенный конечный результат становится, допустим, где-то более достижимым, где-то более качественный. Тут многие характеристики нужно смотреть. Следующее, да, вы можете задавать вопросы, да, чтобы мы сразу же не отходили. Получается, что если мы способ регистрируем, то обязательно какой-то материальный объект должен быть, да? Ну да. Ну нет. Обучение, там, технология обучения. Технология обучения нет, может быть зарегистрирована. Обязательно как способ. Материальных средств, да? Ну, в конечном итоге должно быть техническое решение. Вот это вот важно, конструктивное. Там нужно вот очень все индивидуально и очень внимательно смотреть. Вы пример приведите какой? Но это не должно быть написано только как авторское право, только словами. Там действительно должна какая-то конструктивная особенность быть изучения. Допустим, если это разработка каких-то графических изображений, которые затем используются в процессе обучения, это может быть? Это может быть. Это может быть, это будет как игра. Вот сейчас я буду говорить о полезной модели, потому что она, наверное, не обладает с точки зрения технического решения и, так сказать, изобретательским уровнем, поэтому она относится к полезной модели. Вот сейчас я расскажу, и, может, вы найдете какие-то связи. Вот. Чем отличается полезная модель? Это конструктивное техническое решение, но оно относится только к устройству. Вот как раз игра, она может относиться к продукту, устройству. Вот. Это как раз то самое. Вот. И условия тут патентной способности, они должны обладать новизной, как я уже говорила, нужно изучать это все, смотреть, насколько новое. И промышленной применимостью. Здесь нет изобретательского уровня. И поэтому срок действия патента всего 10 лет с даты подачи заявки. То есть охрана 10 лет, потом он становится общедоступным. И как раз вот тогда опустим. Вот касаясь обучающей игра по русскому языку, например, видите, у нее есть составляющие, и если их грамотно прописать, то, в принципе, она относится к полезной модели. Можно тут посмотреть, что она содержит, но она обязательно должна иметь отличительные признаки от того, что уже известно на сегодняшний день. Вот. И причем это существенные признаки. И давать определенный результат. Также. Учебное пособие, видите, определенно состоящее из листа, по крайней мере, одним сквозным отверстием, рядом с которым на одной стороне листа расположено задание, то есть может придать игровую форму этому учебному пособию, да, то есть как учитель же тоже, он хочет донести материал наиболее коротким, быстрым способом, чтобы каждый его ученик, оставил у себя в памяти именно его предмет и так дальше. Вот, и он старается исхитряться, придумывать какие-то различные способы. Вот, и вот таким образом и происходят все вот такие
объекты, которые подлежат как раз охране, вот, и могут, в принципе, тиражироваться и в производстве, вот что важно. И к чему сейчас наш законодатель говорит, о том, что мало получить патент, да, нужно его коммерциализовать. И как раз закон об образовании нам тоже сегодня говорит о том, что это нужно все не только выявлять, ставить на учет, но и коммерциализовывать. Ну, конечно, наше законодательство в этой области еще достаточно сырое, опыта у нас еще в Российской Федерации не так много, но нам говорят, что мы этим должны заниматься. Значит, вместе, общими усилиями мы будем как-то идти к тому, чтобы как-то это все быть грамотным, так скажем, в этом направлении. Вот. Ну и что бы хотелось еще отметить, вот у нас из изобретений, да, в Республике Коми Витязев Максим Владимирович, он как раз педагог гимназии искусств, он разработал модульную систему конструктора, вот она изображена, сначала это были схемы, да, дальше это уже готовый продукт. Вот. Он в процессе своей деятельности, он является педагогом по черчению, вот, и в принципе свой такой конструктор он создал для того, чтобы максимально детям в доступной форме научить рисовать геометрические вот эти фигуры в 3D пространстве. Он так нам рассказывал. Вот, так у него появился вот этот конструктор, чтобы дети видели вот это, имели форму отобразить на бумаге. Так, что касается детских изобретений, тоже участником регионального этапа стал Канев Александр, это учащийся Усинска 10 класса, на тот момент он учился в 10 классе. Он у нас изобрел лодку. Значит, как он нам рассказывал о своем изобретении, значит, у них была проблема, то что лодки стоят очень дорого. Вот, он с ребятами и своими братьями любит рыбачить на озерах. Вот, и каким-то образом папа там с работы привез старый кубовик, знаете, в котором у нас сейчас на дачах воду храним, там отмываем и так дальше для полива. Вот такой кубовик, ему вот пришла идея разрезать его пополам, он изучил это все с точки зрения физики. Вот. Все размеры элементов математически просчитаны с использованием законов физики, и тут очевидно, что это или подпадает под изобретение, или под полезную модель, потому что лодка – это устройство. Видите, конструкция может быть, которая содержит доски, полиэтиленовый клуб, крепежные изделия и так дальше, то есть взаимосвязи между друг другом. И все это просчитано. Вариант аналога вот нашли, пока грибную лодку только на сегодняшний день, но задачи зарегистрировать или полезную модель, или, получается, изобретение Каневу Александру такая не стояла, поэтому мы просто ему дали рекомендации, да. Вот. В принципе, по желанию все участники у нас конкурса, мы предоставляем эту возможность на бесплатной основе с нашей помощью подать заявку на регистрацию того или иного объекта интеллектуальной собственности. Это тоже является важным. И дальше я расскажу, у нас был уже опыт в этом. Герлах Павел, средняя образовательная школа, он изобрел металлическую конструкцию для эвакуации в детских учреждениях. Это окно. Вот. И это такая конструкция металлическая, которая в случае экстренной эвакуации там, детей из помещения или вообще людей из помещений, да, общеобразовательных, образовательных и так дальше, оно закреплено там на шпингалете, оно спускается и получается лестница, по которой можно, в принципе, выбраться с первого этажа здания. Вот. Опять же, это относится либо к изобретению, либо к полезной модели. Тут нужно проводить анализ. Вот. Эта конструкция, она содержит откидную лестницу, прикрепленную к стене вертикально с помощью направляющих. Откидная лестница имеет шарнирное соединение с направляющими, и откидная лестница фиксируется к стене с помощью шпингалета. То есть тут нужно тоже внимательно все смотреть, изучать. И, в принципе, оно вот подходит к тому объекту интеллектуальной собственности, как изобретение или полезная модель.
Вариант аналога мы уже примерно посмотрели, да, но глубину опять не изучали, но тем не менее, чтобы вам было более наглядно и понятно, вот такой аналог мы нашли, устройство для эвакуации людей. Но тут у нее крепление другое, сразу это очевидно, сама она по конструкции другая, но в принципе она зарегистрирована и имеет место быть. Была команда у нас из технологического лицея, всем известное направление робототехника, сейчас много модное и много этому уделяется внимания. Тем не менее, ребята стали призерами, по-моему, даже федерального этапа конкурса. Вот. И их комплекс для фермерского хозяйства состоит из конструкции, которая включает в себя столовую для роботов, а также машины Смельчак-1 и Смельчак-2. Смельчак-1 снабжен распрыскивателем специального средства от вредителей. Смельчак-2 снабжен буром, который создает колебания в земле и отпугивает грызунов. Ну и в принципе вот такое устройство, энергия вырабатывается ветряками, экологически чистая и безопасная. То есть тоже тут нужно внимательно все смотреть, изучать, и опять же может быть зарегистрированное или как изобретение, или полезная модель. Следующий объект, которым бы мне хотелось вас рассказать, промышленный образец. Это решение внешнего вида изделия. То есть там это были все технические решения, да, основа была. Здесь это решение внешнего вида. То есть это дизайн, можно сказать, или кустарное ремесленное какое-то производство. Опять же, в условиях патентоспособности сказано, что он должен обязательно обладать новизной, то есть производить новое впечатление для потребителя и быть оригинальным. Это главный критерий. Существенные признаки оригинальности обусловлены творческим характером, особенности изделия. Срок действия тут патента, обратите внимание, 5 лет с дачи подачи заявки. И он может быть продлеваться каждые 5 лет до 25 лет в целом. Что касается промышленного образца, хочу привести вам пример из нашего опыта. Мы регистрировали несколько объектов, тут показано их только 5, на самом деле их больше. Кретинин Владимир Иванович, он как раз является ремесленником, вот, и занимается изготовлением сувенирной продукции. Вот, наверняка вы эту продукцию увидели в сувенирных магазинах наших Республики Коми. Это Пиро-богатырь, Северная олень, все они достаточно такие интересные, имеют, выполненные из картона, из меха, из кожи, из натуральных таких материалов. Вот. И как он к нам обратился, его начали копировать. Причем очень недобросовестно, качество изделия было очень низким, и поэтому он сказал, что пора им запретить просто копировать, и поэтому ему важно было зарегистрировать свои права. Вот. Что касается образования. Вот в принципе можно зарегистрировать обложку учебника. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования, Российский государственный университет нефти и газа Губкина. Он вот серию, получается, учебников, обложек учебника зарегистрировал за собой. Для чего это надо? Чтобы этот учебник был сразу видно по внешнему виду, да, опознаваем. То есть вы сразу знали, чей это учебник, что это нефти и газовый университет. Так, дальше. Патент, обложка печатного издания, тоже что касается вот, образования. Здесь его зарегистрировала Кировская областная типография. Обучающая игра также. Вот мы можем зарегистрировать как внутренность, как полезную модель, да, то есть содержание, а также можем внешний вид зарегистрировать, также, чтобы она была обозначаема. Тут все составляющие нужно будет показать, какой он внешний вид и так дальше. Ну, то есть нужно тут в каждом случае индивидуально смотреть, какой объект авторского или патентного права выбрать и как его зарегистрировать. И тут нужно понимать конечные цели, чего вы хотите достигнуть. Об этом я тоже еще скажу. Также зарегистрировано, например, учебное пособие начертания двухбуквенных слогов корейского языка. То есть тут я так понимаю, что это такое пособие,
ну, иллюстрированная, чтобы наиболее просто, наверное, происходило начертание. Далее, вот как раз мы подошли девочке Афанасьевой Елизаветы, которая была участником у нас конкурса «Школьные патенты», которая уже получила на сегодняшний день охранный документ на промышленный образец. Она зарегистрировала школьную форму для девочки, она проводила много исследований, вот, изучала костюмы народов Коми, изучала их традиции и так дальше. И в конечном итоге она вот создала школьную форму с национальным колоритом. Вот. Значит, патент мы получили. Она была опубликована в журнале «Регион». Вот. Конечно, дальнейшая коммерциализация – это процесс сложный. Вот. Но мы уже, так как мы являемся представителями как раз той организации, которая занимается интеллектуальной собственностью и продвижением интеллектуальной собственности Республики Коми, вот, мы говорим о том, что у нас есть уже объекты, которые и учащиеся, которые зарегистрированы нашим властям, так говорится, вот, и пытаемся как бы продвинуть уже готовый результат. Но вот пока только на уровне охраны документов получилось, получение охранного документа. Ну вот и промышленный образец, можно посмотреть, это решение внешнего вида изделия, выполнен кустарно-ремесленным способом, это очевидно. Здесь внешний вид изделия: сарафан, фартук, гольфы, с описанием всех элементов. Вот. Ну, в принципе, все прописано, и можно это все прописать и зарегистрировать. Ну и хотелось бы отметить по нарушению гражданских прав, патентных прав. Простите, гражданско-правовая существует ответственность, административная и уголовная ответственность. То есть здесь можно посмотреть, если гражданско-правовая, возмещение убытков, наложение запрета на продажу контрафактного товара. Если это административная ответственность, то это наложение штрафа от 1500 до 40 тысяч рублей. Ну, а если большие масштабы, уже идет уголовная ответственность, и там лишение свободы до 2 лет. И, конечно, штраф, и, безусловно, это конфискация и уничтожение контрафактного товара. То есть незнание законов нас никогда не освободит от ответственности, и необходимо нам это знать. Еще один объектом интеллектуальной собственности являются программы ЭВМ и базы данных. Они охраняются как произведения, я уже об этом говорила, и относятся к объектам авторских прав. Срок действия у них как на объекты авторского права, они действуют пожизненно и 70 лет после смерти автора. На них также выдается охранный документ, это свидетельство, они также имеют номер, они имеют название, они имеют патентообладателя, автора и дату приоритета. Мы были участники у нас конкурса международного «Школьный патент». Это Богдан Константин, лицей народной дипломатии. Он создал программный продукт, редактор баз данных. Что тут интересного можно сказать о нем? Он позволяет пользователю систематизировать, актуализировать, редактировать информацию. Но это нам всем понятно, да, кто знаком с редакторами баз данных. Но он как уверяет, что он его адаптирует под любой гаджет, так сказать. И планы у него были такие грандиозные о том, что когда-нибудь вы еще услышите о моем изобретении, когда я его доведу до ума. То есть на той стадии, когда он подаял к нам заявку на участие в нашем конкурсе, этот редактор баз данных был еще не совершенен, на его взгляд. Вот. Но пока вот он учится, кстати, в Санкт-Петербурге, вот, по этому направлению как раз программирования. Вот. Его друг также подавал заявку, Попов Антон, мобильное расписание придумал, то есть весь класс использовал его в своих мобильных устройствах, его программу, тоже очень удобно, интересно. Почина Калена, она придумала такое электронное пособие «Юный журналист». Она разработала такую программу для облегчения труда учителя, вот, по основам журналистики.
Вот, там в игровой форме можно использовать, но это готовая игра, программный продукт. То есть его можно зарегистрировать и, в принципе, использовать. Там используются вопросы, выходит иллюстрация, очень так интересно. В принципе, я говорю, для того, чтобы учителю облегчить труд, это вообще незаменимое в работе. Когда мы иногда дополнительно, да, себе покупаем какие-то материалы уже готовые, используем. Тут вот девочка сама разработала. Ну, это все касалось баз данных и программы ВМ. Хотелось бы отметить еще ноу-хау. Что такое ноу-хау? Как я уже говорила, это коммерческая тайна, секрет производства. Это та информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность, силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа. Объясню. Когда мы регистрируем свои права, да, патентные права в ФИПСе, эта информация, ваша разработка, изобретение или другой объект, оно становится общедоступным. И вы эту информацию можете найти на сайте. И, в принципе, ее одиночно, так скажем, для собственного какого-то результата использовать. Вы не можете ее продавать, да, но сами для себя, в принципе, эту информацию можете использовать. Но бывают такие объекты, которые они в силу своей неизвестности могут принести какую-то коммерческую прибыль. То есть, вот, например, я вам покажу Шанель, например, да, состав воды, туалетной воды, он состоял как раз в режиме ноу-хау, секрета коммерческой тайности, и в силу неизвестности люди, как говорят, по легенде, находились в разных местах, которые они потом соединялись, совсем не знали, ну, вот так каким-то непонятным ни для кого из лиц, ну, как вот этот запах вообще появлялся. То есть тут не очевидно, каким способом был получен этот состав. Поэтому здесь его лучше было охранять в режиме коммерческой тайны. Также к таким объектам можно отнести и Кока-Колу. То же самое. Когда-то это был секрет ноу-хау, секрет производства, потому что в силу того, что Америка была заинтересована, что только у них это все производилось, и все продажи происходили по лицензионным договорам, и нигде не было ни подделок, ничего. Вот, вводился такой режим, и, как говорят, настоящую Кока-Колу можно попробовать только в Америке. Вот. Но и при выборе, говорю, охраны необходимо всегда понимать, какого результата вы хотите достичь. Что касается товарных знаков, тоже расскажу немного, потому что это тоже важно знать. Это товарный знак, он в принципе это как коммерческое обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Они должны обладать различительной способностью, он не должен вводить в заблуждение. То есть наверняка вы видели рядом с товарным знаком, ну, логотипом, если вам проще, да, для понимания, вот, буковку R, заключенную в окружность, это значит, что этот товарный знак зарегистрирован, и то, что он охраняется, использовать третьим лицам третьим лицам его нельзя, без согласия патентообладателя. Вот какие товарные знаки существуют. До иные, они все регистрировались у нас на территории Российской Федерации. Это словесные, изобразительные. Самые распространенные – это комбинированное, где слово сочетается с изображением. После иные, вкусовые, обонятельные, они прописаны в Гражданском кодексе, но они очень сложны в описании. И на территории Российской Федерации, вот я, например, еще не сталкивалась, поэтому сказать ничего не могу. Словесные, это может быть корпорация Apple, например, яблоко, переводимое, да, то есть, может быть это фантазийное слово, Coca-Cola, кириешки. Фирменный слоган Toyota «Управляй мечтой», он тоже зарегистрирован, может быть звуковое обозначение Nokia, слышали, да, всем узнаваемая музыка. Вот. Ну, например, комбинированное обозначение вот, имени электронный университет МГТУ имени Баумана имеет вот такой вот товарный знак зарегистрированный.
Они регистрируются по 45 МКТУ, это международная классификация товаров и услуг, делятся с 1 по 34 это товары, то есть это могут быть товары и одежды и так дальше, там, и сапоги и так дальше, и услуги 35-45 это услуги, допустим, туристической фирмы, услуги там парикмахерские и так дальше. Тут все индивидуально, нужно тоже смотреть. Ну и что касается товарных знаков образовательных учреждений, вот мы можем посмотреть, что Томский государственный педагогический университет имеет свой МИФИ, имеет свой товарный знак зарегистрированный. И многие товарные знаки за годы существования института превратились в устойчивые бренды. Это тоже важно знать. Они узнаваемые и имеют свой товарный знак. Ну, это товарные знаки Республики Коми, которые были зарегистрированы у нас предприятиями сыктывкарские. Салфетки бумажные, Росгигиена. Вам известные, наверное, многие видели. Ну, а также здесь существуют последствия незаконного использования товарного знака, гражданско-правовая ответственность, уголовная и административная. Здесь, в принципе, можете посмотреть. Тут и суммы гораздо больше. Объясню почему. Потому что товарный знак, он наиболее коммерциализован, может приносить больше выгоды. Вот. И поэтому здесь, конечно, и суммы при регистрации, госпошлины, так скажем, при регистрации достаточно высокие. Ну и суммы штрафов тут высокие. В сравнении с изобретением, полезной моделью, базами данных и так дальше. Но хотелось бы отметить педагогическая инновация, что является. Это новый педагогический продукт, предлагающий решение практически значимой педагогической проблемы, решение которой позволяет положительно повлиять на качество результатов образования. Вот примерно такое определение подходит, я думаю, максимально. И хотелось бы отметить, что на начальном этапе необходимо четко определиться с правовой охраной, ответив на следующие вопросы. Как создавалось ваше произведение? Было ли оно по служебному заданию? Или оно было инициативное, по вашему собственному желанию? Да? Входит ли, если вы педагог, входит ли в ваши должностные обязанности, что вы должны что-то изобретать? Кому принадлежит исключительное право, тут тоже необходимо понимать. Либо работодателю, либо педагогу, либо студенту. Вот. Потом, предполагается ли массовое использование, либо разовое использование, и как оно будет осуществляться. Если вообще лица заинтересованы в дальнейшем, да, и уже после вот ответа на все вот эти вопросы необходимо понимать, какой вид охраны вам использовать. То есть либо это будет охрана патентная, и дальше вы уже сможете по лицензионному договору и так дальше передавать свои права, получать коммерческую выгоду и так дальше. Либо это будет какой-то имиджевой характеристикой. Вот. И либо это будет вообще у вас в вашем учреждении закрытым каким-то, да, ноу-хау коммерческой тайны, и вы будете его использовать, и тем самым будете лидером в каком-то определенном моменте. Вот. Все это необходимо как бы знать, понимать и так дальше. Но я готова ответить на ваши вопросы возникающие. Скажите, пожалуйста, насколько трудоемкая эта процедура получения патента? Ну, процедура, она трудоемкая, скажу сразу. И когда вот к нам приходят, да, вот в центр, в принципе, все желающие могут прийти, проконсультироваться, да, и мы, в принципе, помогаем оформлять. Вот, но без вашего участия как автора, вот, все у нас от авторов зависит. Обычно они приходят, мы им говорим, что для этого необходимо, какие документы, да, как описание примерно составить, вот, и они как-то пугаются и уходят, и все, их не слышно. То есть, если сам автор заинтересован, то всегда будет результат, всегда, поверьте мне, никому никогда не отказывали, и как бы она трудоемка ни была, мы как бы стараемся помочь и максимально, но тут должна быть заинтересованность автора непосредственно, и патентообладателя
дальше. Ну, где-то в среднем одну заявку мы оформляем в течение 2 месяцев. Мы вот так встречаемся, даем задание, потом он уходит, через неделю приходит, потом вот мы обрабатываем, уже корректируем. До финала мы уже самостоятельно заявку оформляем, потом чисто с вами, как с правообладателем, доводим ее, ну, как согласуем, и потом уже отправляем в ФИПС. Вообще процедура самой регистрации, уже когда мы отправили заявку в ФИПС, она тоже долгая. Если это изобретение, то в течение 2 лет. Но тут важно знать, что когда вы отправили заявку в ФИПС, она приходит туда, и ФИПС уже вам высылает регистрационный номер и дату приоритета. То есть вот отсюда у вас уже ваше право собственности, оно зарегистрировано. И у вас есть определенный номер, на который вы можете ссылаться также в грантах, вот когда вы будете заявку подавать. Вам не обязательно ждать уже конечного результата патента. Вам достаточно номер указать. Вот, в принципе, это тоже информация, там все на сайте доступно. Можно будет проверить, посмотреть. Если это полезная модель, то она регистрируется в течение года. Если это товарный знак, он тоже в течение года. Но также в течение месяца вам уже придет все эти регистрационные номеры и все такое. Так что приходите по любым вопросам. В принципе, мы готовы посотрудничать, поотвечать на ваши вопросы. Еще вопросы есть? Еще раз, пожалуйста, скажите, куда приходить? Да, Центр поддержки технологий и инноваций – это Национальная библиотека Республики Коми, отдел патентно-технической и экономической литературы, 2-й этаж, Советская, 13, все контакты на экране. Можете писать нам по почте, если вам проще. В принципе, мы отвечаем и по почте, и по телефону. Желательно, если у вас уже готова какая-то разработка, по предварительной записи, потому что мы тоже бывает везде. Не бываем на месте, поэтому лучше заранее договориться на время и уже прийти конструктивно поработать. Спасибо за внимание. Давайте поблагодарим Любовь Александровну. Спасибо. Ждем вас на наших следующих мероприятиях. Завтра, послезавтра. Включаемся на онлайн.